7 апреля 2025 года, понедельник, в Башкортостане 9 часов утра. Меня зовут Руслан Валиев. Это значит, что мы с вами встречаемся в очередном выпуске «Аспектов республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Несмотря ни на что, мы с вами рядом, мы вместе. Спасибо вам за то, что вы есть. Если бы вас не было, наверное, и не было бы смысла быть нам. Уж извините за то, что всякий раз приходится упоминать в нашем разговоре такие печальные, скажем, и не самые благоприятные варианты развития событий, но такова реальность, мы должны об этом помнить, должны об этом знать. Соответственно, лишним напоминать об этом не будет. Ищем мы варианты выживания, иногда находим, продлеваем, скажем так, существование именно в том виде, в полноценном, в каком мы есть. Но иногда, а даже, наверное, чаще это делать не получается. Вот прямо как сейчас, например. Поэтому начинаем вот с таких вот не самых лучших ноток. Так или иначе, вот прямо сейчас же мы здесь, поэтому давайте делать программу вместе, присоединяйтесь к сообщениям, к комментариям о том, что происходит в республике, за ее пределами. Есть разные новости, некоторые даже местами обнадеживают. В общем, примерно как обычно. В этом смысле экстраординарного ничего не произошло за последнее время. Ну и давайте для того, чтобы погрузиться, послушаем новости в стране и в мире телеграм-канала «Эхо Новости» по итогам вчерашнего дня, то есть, по сути, по итогам воскресенья. При российском ударе по Кривому Рогу единовременно погибло наибольшее число детей за все время войны. Такие данные привел Верховный комиссар ООН по правам человека. 9 из 19 погибших были детьми. Они находились на игровой площадке. Министерство обороны России утверждает, что било по ресторану, где якобы собрались военные. Однако здание лишь посекло осколками, а расследовательский проект «Система» утверждает, что в это время там проходил форум специалистов индустрии красоты. Дональд Трамп не стал вводить пошлины в отношении России из-за продолжающихся переговоров по войне в Украине. Об этом в интервью ABC News сказал глава экономического совета Белого дома Хассет. По его мнению, американский президент решил не объединять два этих вопроса. Ранее в администрации США объясняли, что тарифы не введены, так как санкции уже исключают значимую торговлю с Россией. Соединенные Штаты аннулируют все визы граждан Южного Судана. Как объяснили в Госдепартаменте, причина в том, что переходное правительство африканской страны отказалось своевременно принять граждан, которых депортируют из США. Кроме того, ограничена выдача новых виз для южносуданцев. Иран на фоне американских угроз привел армию в состояние повышенной боевой готовности, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Ранее Вашингтон пригрозил Тегерану бомбардировками, если тот откажется заключать новую ядерную сделку. При этом, по данным агентства, Иран не отказывается вести непрямые переговоры с участием Омана. Суд в Москве отправил американца, обвиняемого в нападении на полицейского, на принудительное лечение. Как передает ТАСС, медики выявили у гражданина Татара психическое расстройство. О задержании гражданина США стало известно в августе 2024 года. По сведениям Интерфакса, он агрессивно вел себя из-за отказа в заселении в отель. На жителя Алтайского края завели дело о посягательстве на жизнь полицейских после того, как он бросил в них самодельную взрывчатку. Как сообщает Следственный комитет, перед этим злоумышленник из личной неприязни обстрелял из самодельного огнестрельного оружия односельчанина. Подозреваемый задержан. Информации о пострадавших нет. Папа Римский Франциск впервые после болезни появился перед собравшимися на площади Святого Петра в Ватикане. Он был на сцене в инвалидном кресле и с дыхательной трубкой, передает BBC.
88-летнего понтифика выписали из римской больницы в конце марта. Он 5 недель лечился от двусторонней пневмонии. Таковы были новости «Эхо новостей» по итогам вчерашнего дня. Вижу, как вы присоединяетесь к нашему разговору. Наверное, главная новость не только этих дней, но и вообще всего последнего времени – это очередная совершенно необъяснимая ракетная атака по детской площадке в Кривом Роге. Впрочем, казалось бы, что-то подобное мы наблюдаем все это время, все эти годы уже. Вот, и всякий раз мы видим либо игнорирование, либо очень циничное объяснение о том, что там собирались военнослужащие. Причем там, где они собирались, как потом выясняется, вообще никаких ударов не было, а все целехонькое, невредимое остается. Ну, в общем, как говорится, Бог им судья, что ли. Хотя хочется, конечно, верить, что со временем придет возможность суда настоящего, вполне себе гражданского, который покажет, кто во всей этой истории был олицетворением зла, а кто всего лишь защищался. Ну, а мы переходим к новостям Башкортостана. Здесь тепло, здесь весна, и вновь начался подъем уровня воды в реках, на сей раз в главных реках, которые, как правило, принимают паводок последними, когда уже вся вода спускается с полей, лесов и гор в долины, скажем так, да, и аккумулируется в крупных реках. По данным Госкомитета по ЧС Башкортостана, 5 апреля в Центр обработки вызовов системы 112 поступило 3 сообщения, связанных с весенним половодьем. Всего с начала периода поступило 544 обращения. На контроле остаются 2 ситуации в Уфе и Чешминском районе. На реке Сим в деревне Глуховский Иглинского района динамика уровня воды плюс 63 сантиметра и общий уровень 572 сантиметра. На Уфе уровень был зафиксирован 405 сантиметров, на Белой в районе Уфы 358 сантиметров. Ну, надо сказать, что это новости еще субботы вечера, то есть с тех пор, наверное, много чего изменилось. А давайте-ка мы посмотрим. Есть же соответствующий сайт, который мы обычно, будучи журналистами, скажем так, мониторили, где в режиме реального времени это все публикуется. Да, пожалуйста, данные есть, но здесь те же самые цифры. Белая, значит, 266 сантиметров в районе Уфы, а Уфимка, собственно, в Шакше 324 сантиметра. То есть довольно далеко еще до всякого рода выхода на пойму. Ну что ж, как говорится, следим. Паводок – это естественное событие, никуда он не девается. Так, Исян Мсис Халык, пишет Марат. Юля приветствует, Столбавовна, Руслан Гельманов, Яма Башкорт, Ильнара Максимова, Фандида Рахматуллина. Подавляющее большинство вас, дорогие друзья, знакомы, по крайней мере, по чату, ваши имена или ники я встречал почти всех. Ну вот, кроме человека с непонятным серым кружочком без ника, который пишет зачастую довольно провокативные сообщения. Вот и сейчас, упоминая детей в Кривом Роге, он пишет, что те, дескать, нарушили комендантский час. Даже если это правда, это никак никого не оправдывает. Это никого вообще никак не оправдывает. Хочется тогда задать вопрос, почему этот комендантский час стал возможным, почему он введен. А не напал ли кто-то так с агрессивными намерениями на мирных жителей? Возникает риторический вопрос. И здесь, опять же, не могу не присоединиться к призыву, к, опять же, риторическому вопросу, который озвучил в своем видеоролике признанный иностранным агентом в прошлом высокопоставленный чиновник, а ныне большой молодец, не побоюсь этого слова, Ростислав Мурзагулов. Он задался вопросом к своим друзьям и коллегам в прошлом, как он их называет, и некоторых даже по имени упомянул. Одно из имен, которое прозвучало в его ролике, Шамиль. И мы можем предположить, кто это такой. Этот человек, с которым
Мурзагулов в годы работы в Уфе очень плотно общался. Они встречались буквально публично, чуть ли не каждый день, о чем даже видеоролики публиковали в ныне запрещенной социальной сети Facebook. То, как они обсуждали врагов Хабирова и то, как они их будут, значит, вместе призывать к ногтю, все это дело публиковалось. И вот теперь они по разные стороны баррикад, и Ростислав Мурзагулов спрашивает публично у своего в прошлом коллеги: а что ты на это скажешь, дорогой мой Шамиль? Не упоминая его фамилии, говорит Мурзагулов. Хотелось бы на самом деле услышать, что на это сказал бы этот самый Шамиль и многие-многие другие люди, которые не просто молча оправдывают происходящее, но и деятельным образом все это дело поддерживают. Дальше. Арестован бывший председатель Бишбулякского межрайонного суда. И такое бывает. Уголовное дело возбуждено 19 марта по поручению аж Александра Бастрыкина. В 22 году, то есть уже после начала так называемой СВО, полиция по Белебеевскому району расследовала дело о хищении топлива на одном из предприятий. Обвиняемым по делу был родственник Марселя Багаутдинова из Ермекеевского района, то есть, собственно, этого самого судьи. Желая помочь родственнику, судья, по мнению следствия, положил 50 тысяч рублей в бардачок автомобиля следователя взамен на прекращение уголовного преследования своего родственника. После этого судью задержали сотрудниками ФСБ по России, по Башкирии. Багаутдинов был назначен председателем Бишбулякского межрайонного суда в октябре 2015 года. В 2023 году квалификационная коллегия судей досрочно прекратила его полномочия судьи. Восстановиться в должности судьи ему не удалось, хотя, видимо, он пытался. Посмотрите, человек опытный, с 2015 года был председателем межрайонного суда. Казалось бы, хорошо все знает ходы-выходы, со всеми знаком, наверняка уже и в банях, и на рыбалках бывал со всеми, с кем нужно. И тут какие-то 50 тысяч рублей несчастный кладет в бардачок автомобиля, при этом, видимо, не согласовав это действие. Очень все, опять же, подозрительно все выглядит. Кажется, все сшито белыми нитками. Вы помните мое скептическое отношение к любым называемым коррупционным делам, которые сейчас расследуются правоохранителями в республике и в стране. Поскольку я, как правило, считаю, что речь тут не о борьбе с коррупцией, речь о поиске стрелочников, крайних козлов отпущения, речь о внутривидовой борьбе, где ела жаба гадюку, как говорится, и поэтому рассчитывать на то, что ура-ура, смотрите, как у нас все налаживается, в этом смысле, конечно, говорить не приходится. Наоборот, хочется даже посочувствовать вот этим людям, которых за коррупцию привлекают, потому что кажется, что вот эта их наивность хуже воровства, да, потому что они тут чувствуют, что Бога-то за бороду схватили, что у них все хорошо, что они в прекрасном положении, и тут занимаются какой-то, знаете, мелкой ерундой. Это же что такое 50 тысяч рублей? Это мелкое взяточничество, это не коррупция в масштабах ни республики, ни страны. И вот за это их дергают буквально. Это же они на обед оставляют, на чай друг другу дают. Как можно это вообще взятками называть? Удивительно. Дальше. В Башкортостане многодетные родители получают очередные преференции. Они могут на сей раз получить преимущество при трудоустройстве. Это все дело анонсируют депутаты Гурултая Госсобрания. Они решили рассмотреть законопроект о предоставлении многодетным родителям, которые воспитывают несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, временной работы в первоочередном порядке. Значит, законопроект разработан, чтобы усилить социальную защиту уязвимых групп населения, отмечается в пресс-релизе депутатов. По мнению авторов инициативы, найти постоянную работу родителям несовершеннолетних детей или детей-инвалидов сложнее. Временное трудоустройство поможет улучшить положение семей.
Каким образом, не совсем лично мне непонятно. Опять же, в нынешних условиях, когда наблюдается острейший дефицит кадров в подавляющем большинстве отраслей, люди, обладающие определенными профессиями и навыками, как правило, работу находят без проблем. Неважно, временная это работа или постоянная. Вот, поэтому как-то вот не увязывается с реальностью инициатива депутатов, хотя сама по себе она, судя по всему, неплохая, действительно помогать уязвимым категориям граждан нужно, а многодетные семьи в этом смысле, конечно же, уязвимые категории, поскольку в случае отсутствия дохода большое количество людей в одночасье может оказаться в сложном положении, без средств к существованию. Так. Значит, Марат пишет по поводу ареста, точнее, по поводу уголовного дела бывшего судьи. Правильно, пусть арестуют, не нужно создавать собственную мафию. Это семейственность. В системной мафии МВД, СК, прокуратуры. Это вот вы, видимо, имеете в виду взаимоотношения, которые обычно устанавливаются между руководителями всех органов власти, включая силовые, в том или ином районе. Я думаю, что вот этот принцип установки дружественных связей между прокурорами, судьями, там, руководителями Следственного комитета, руководителями МВД, руководителями, собственно, администрации, это было, есть и, по крайней мере, в каком-то обозримом будущем будет происходить. Сколько бы государство ни пыталось назначать на эти должности людей, так сказать, случайных, производить ротацию, вы же знаете, да, судей, а также руководителей прокуратуры, например, как минимум, присылают обычно в районы откуда-то либо из соседних районов, либо даже из соседних регионов, чтобы якобы они там между собой, значит, не устанавливали неформальные связи и не занимались коррупцией. Ну, насколько мне удалось понаблюдать собственными глазами, это не очень-то работает. Люди так или иначе склонны устанавливать эти связи. Всегда найдется какой-нибудь, знаете ли, веселый местный бай, который организует все это красиво, под шашлычок и коньячок, как говорится, да, с прекрасными, значит, возможностями там поохотиться, порыбачить и так далее. Все это дело решаемо. И люди, которые еще вчера были совершенно никак не знакомы, эти самые связи очень быстро устанавливают, и потом вопросы все решают. И им не нужно уже 50 тысяч рублей класть никому в бардачок. Поэтому еще раз, удивительно, зачем этому человеку нужно было это сделать. Это как будто он сыну своему на карманные расходы бросил, типа, возьми, сынок, пообедаешь в школе. Ну вот масштаб бедствия примерно такой, по крайней мере, со стороны он таким кажется. Не знаю, могу ошибаться, конечно, но, опять же, опыт сына ошибок трудных, как говорится, никуда не денешь. Ну а Стобавов напишет по поводу комендантского часа в Кривом Роге. Само Министерство обороны в своей сводке написало время высокоточного в кавычках удара 18 часов 49 минут. Да, в общем-то, мне вообще не важно, какое это было время, пусть даже ночное, как бы это никак никого не оправдывает, абсолютно. А то, что это еще и, по сути, самое активное время, вечерний час пик, это, конечно же, утягчающее обстоятельство, так скажем. Ой, дальше идем. Другие новости касательно правоохранительной деятельности у нас в Башкортостане. Верховный суд, посмотрите, аж высшая судебная инстанция занималась, оказывается, признанием экстремистской книги Руслана Габасова «Записки башкирского националиста. Кукбуре». Сам Габасов давно у нас в списках террористов-экстремистов, иностранный агент. В общем, о нем мы с вами все хорошо знаем. И если интересно, у нас на канале есть интервью, записанное в конце минувшего года. И вот, пожалуйста, выяснилось, что суд в Башкирии занимался этим вопросом. В исковом заявлении, которое было подано прокуратурой республики, было сказано со ссылкой на выводы лингвистического исследования.
что книга должна быть признана экстремистской. Лингвистическое исследование в ноябре 2024 года провела доцент кафедры международного и интеграционного права Уфимского университета науки и технологий Розалия Юсупова. Знакомое имя, не правда ли? В исследовании так называемой специалистки утверждалось, что в книге Габбасова выявлены все лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти по национальному признаку. Башкиры – свои и русские – чужие, по религиозному признаку. Мусульмане – свои и люди немусульманской веры – чужие, по социальной принадлежности. Башкирский народ – свои и органы государственной власти России – чужие. По мнению Юсуповой, в высказываниях Габбасова говорится о действиях против представителей русской национальности, представителей органов власти, людей немусульманской веры, а также оправдываются уже совершенные или совершаемые враждебные действия, обосновывается необходимость таких действий, побуждение к действиям. Автор напрямую призывает жителей Башкортостана выйти из состава Российской Федерации, получить политическую независимость, утверждает эксперт, в кавычках, Розалия Юсупова. Сама по себе книга «Записки башкирского националиста» вышла в январе 2024 года, то есть почти год назад к моменту появления этой экспертизы. По словам самого автора, в ней рассказывается об организации башкирских националистов под названием Кукбуре, о ее становлении, расцвете, политической деятельности и о политических событиях, которые происходили в республике, когда ушла эпоха первого президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. В вводной части под названием «Пролог. Борьба за свободу», вызвавший, судя по содержанию иска, основные претензии прокуратуры, автор излагает свои взгляды на историю присоединения Башкортостана к русскому царству в XVI веке. Габбасов рассказывает о башкирских восстаниях против российской колонизации и угнетения в XVII-XVIII веках, об образовании в 1917 году Первой Башкирской республики и кратком периоде ее деятельности, а также критикует подписание в 1990 году властями Республики Башкортостан федеративного и двустороннего договоров с Российской Федерацией, называя их закрепощением республики. То есть автор делится собственным публицистическим взглядом на происходящие события. Я думаю, что многие из оценок автора в данном случае для аудитории, которая нас смотрит, тоже не являются чуждыми. В общем, вопрос, как мы уже не раз с вами говорили, вполне себе обсуждаемый, как минимум дискуссионный, но, разумеется, в нынешней парадигме, которая властвует в стране, такого рода рассуждения находятся под запретом. Их нужно признать экстремистскими, чтобы, не дай бог, такого рода литература не оказалась на библиотечной полке или на прилавке магазина. Кстати, любопытно, а была ли эта книга вообще в свободном доступе с момента ее выхода до признания ее экстремистской? Были ли экземпляры напечатаны и доставлены в республику для публичной возможности ее купить или хотя бы прочитать? У меня таких данных нет. Возможно, это было, и, скажем так, остается порадоваться за период, совсем не продолжительный период, когда можно было почувствовать себя свободными, знаете ли, если хотите. Но такого рода истории, конечно же, продолжаться вечно не могут. И вот произошло ожидаемое, иначе и быть не могло. Так, доброго утра Искандеру, который к нам присоединился. Спасибо. У вас, наверное, вечер, так ведь? Азат присоединяется к нам, желает также доброго утра. Вот. Ну, а я тут, опять-таки, в связи с упоминанием Руслана Габбасова и его книги, вновь упомяну, что продолжается, скажем так, активное обсуждение, прослушивание трека «Хомай» группы Айола. Что касается
одних только обсуждений этой песни в комментариях к нашим публикациям тут можно, знаете ли, целый эфир устраивать, потому что только чтобы прочитать дискуссии, связанные с вот этими последними явлениями, нужно очень много времени. Мы видим, как огромное количество жителей центральноазиатских государств, прежде всего Казахстана, комментируют у нас в социальных сетях, в том числе в ТикТоке, любые ролики, связанные с какой-либо национальной идентичностью, ну, прежде всего, башкирского народа. То есть наши ролики касательно трека «Хомай», или вот мы опубликовали просто для разнообразия видео, как жители Уфы, молодежь прежде всего, поют и танцуют на улицах города под национальные мелодии, татарские, башкирские, и это у них очень неплохо получается, все это выглядит живо, весело. Вот эти ролики прям-таки зашли, как принято говорить в интернете. Многие комментаторы поддерживают, говорят: молодцы, так держать, поддерживайте национальное самосознание, развивайте национальный дух. Ну и там радикальные довольно-таки пожелания звучат о том, как нужно поступить со временем, с учетом роста национального самосознания. И на это все находятся, конечно же, кремлеботы, которые приходят и кто-то в мягкой, а кто-то в жесткой форме пытается противостоять такого рода разговорам. Ну, знаете ли, не знаю, как было вот раньше, но, по-моему, несколько еще месяцев назад подобного рода массовые дискуссии предположить было невозможно. По крайней мере, я их не встречал. А вот теперь как-то все оно одному другому, знаете ли, складывается. Разумеется, нельзя заподозрить в совместных действиях там, условного Руслана Габасова и условных участников группы Айола. Вряд ли они как-то взаимодействуют, вообще, скорее всего, никак и даже не знакомы. Но как-то вот их действия, совершенно разнонаправленные на первый взгляд, в конце концов откликаются примерно одними и теми же мыслями у аудитории. И это очень любопытно. Мы, разумеется, упускать из виду все эти события не будем. Всякий раз будем о них говорить в связи с тем, что все новые и новые какие-то детали всплывают. Ну, вот, например, вчера я видел ролик авторов и исполнителей этой композиции, что они занялись съемкой видеоклипа, который планируют представить широкой публике в мае месяце. Уж не знаю, насколько это правильно, своевременно. Сейчас вот эти вот доморощенные клипы, которые смонтированы поклонниками, и так уже гуляют по интернету. Клипы эти созданы из нарезок, из вот этих вот коротких роликов Reels из социальных сетей, и они уже набирают миллионы просмотров. Наберет ли сам клип в мае месяце что-то? Ну, остается лишь подождать и понаблюдать. С другой стороны, может начаться вторая волна популярности. Посмотрим. Авторам и исполнителям, как говорится, виднее. В любом случае, очень интересная история. Интересна во всех ее смыслах. И, знаете ли, я вот здесь вот, опять же, не то чтобы у меня очень большой круг общения, но в минувшие дни в том числе видел некоторых людей, не из Башкортостана, но россиян по понятным причинам. Я спрашиваю: а слышали ли вы что-нибудь про песню «Хомай»? Все слышали, абсолютно все. И нет никого, кто не слышал, и все ее слушали саму как таковую, и новости вокруг нее, которые идут, также стали достоянием общественности. Таким образом, творческая деятельность отдельных ребят заставила заговорить о башкирах и о Башкортостане абсолютно всех, ну, по крайней мере, русскоязычных россиян. Не буду говорить за всех русскоязычных людей. Не факт, что те же самые украинцы или белорусы все-таки все об этом слышали. Но россияне, по-моему, все-таки в подавляющем большинстве. И это, на мой взгляд, очень хороший показатель того, как низовые инициативы, обычное творческое начало вполне себе обычных людей может в одночасье перекрыть все старания целой армии чиновников, вооруженных кучей разных инструментов и, самое главное, подогретых большим количеством денег. Здесь всего лишь творчество, и в одночасье происходит вот этот вот информационный взрыв
которого годами зачастую добиться не могут те же самые чиновники или власти в целом, вкладывая в такого рода действия огромные деньги. Итак, дальше. По Баймаку. По Баймаку стало известно, что 9 осужденных, это как минимум 9 осужденных из более чем 30 уже имеющих приговор, обжаловали собственные приговоры, то есть подали апелляционные жалобы в суды, в частности Самары и Ижевска. Например, приговоренная к 4 годам колонии Миндия Адигамова обжаловала приговор в Самарский городской, обжаловала приговор в Самарский областной суд. Рассмотрение ее апелляции назначено уже на 9 апреля. Халид Ишкуватов, Ильфат Ишмуратов и Закир Кульмухаметов обжаловали приговоры в Самарском областном суде. Их апелляция планируется 10 апреля. Ильнар Асылгужин, Айгиз Ишмурзин, Рафил Утябаев, а также Фанур Хажин и Фангиз Шарифгалеев обжаловали приговор в Верховном суде Удмуртии, поскольку их судили в Ижевске судом первой инстанции. Здесь апелляция также на 10 апреля намечена, то есть уже на текущей неделе. По состоянию на 4 апреля лишь один приговор в рамках баймакского дела в отношении Ильшата Ульебаева уже вступил в законную силу. Ульебаева, я напомню, первым приговорили к реальному сроку 5 годам колонии общего режима. Он стал единственным известным общественности фигурантом, которому в том числе инкриминировали часть 2 статьи 318 Уголовного кодекса. Это применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. Его суды, которые по ходатайству прокуратуры проходят за пределами Башкортостана, по состоянию на 4 апреля вынесли приговоры в отношении 34 фигурантов баймакского дела. Мы за этим следим, стараемся, насколько возможно, поддержать. Я напомню, что за последние месяцы, помимо информации о самих судах, шла информация о том, что есть инициатива о включении баймакцев в возможную Господи, слово вылетело из головы. Госдума принимает, значит, документ о амнистии, Господи. Так вот, да, разговоры шли о том, что баймакцы могут быть включены в постановление Госдумы об амнистии к годовщине юбилею Великой Победы, но пока развитие данное событие не получило. У нас никаких подтверждений тому, что Госдума все-таки планирует амнистию и планирует 212-ю статью оставить в этом документе, нет, к сожалению. В общем, надежда остается, но надежда так себе на самом деле, она не очень определенная. Так, к другим новостям, менее значимым, но, наверное, все-таки тоже важным. Ну как же, мы же должны говорить о том, о чем пишет пропаганда. Известный журналист из Башкирии Мунир Кунафин выпустил книгу об СВО, пишет Башинформ. Если кому-то Мунир Кунафин как-то известен или знаком, напишите, пожалуйста. Мне он вообще никак не известен и не знаком, хотя в заголовке написано, что он известный. Ну что ж, по следам многочисленных командировок в зону спецоперации известный писатель, журналист и редактор литературного журнала «Агидель» Мунир Кунафин выпустил свою книгу «СВО. Я вышел из боя живым», где собрал путевые заметки и очерки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Ради Хабиров, глава Башкортостана. Ну, посмотрите-ка, какие мы важные. Сборник опубликовало московское издательство АСТ. Книга стала одной из первых в патриотической серии «Время Z».
Скоро она должна появиться на полках магазина «Китап». Ну, молодцы, они опознавательные знаки на свои книги наносят. «Время Z». В будущем, когда все это дело будет пересматриваться, как удобно будет находить соответствующую литературу, да, которую нужно будет вносить, видимо, если не в список экстремистской литературы, то в список такой особенной литературы, чтобы ее читали те, кому нужно понимать, как нельзя поступать сейчас и в будущем. Ну и вопрос риторический, конечно же, хочется задать в завершении. Не хотел ли бы автор вот этого опуса сказать по поводу Кривого Рога, например? Как бы он вот описал такого рода события? Да и таких событий и раньше хватало, разумеется, и в первые месяцы особенно. Скорее всего, конечно же, ни слова об этом нет, потому что, дескать, все это неправда, потому что все это наносится высокоточным оружием по совершенно другим целям. Что тоже, кстати говоря, никак не оправдывает. Вот я не вижу в этом никакого оправдания, что оно якобы высокоточное и что там были какие-то военнослужащие. Военнослужащие, знаете, в данном случае были в мирной жизни. Поэтому как бы ради того, чтобы их достать, рисковать жизнями мирных жителей нельзя. Там, в конце концов, в ресторане, даже если бы предположить, что по нему попали, были и сотрудники, да, официанты, которые ни в чем не виноваты, повара там и так далее. Ой, ладно. Тем временем погибшего на так называемой СВО сына чиновника проводили в Уфе. О каком чиновнике речь, спросите вы? Речь о сыне Игоря Нурмухаметова, главы Башкирского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, то есть главы республиканского ДОСААФ. Сын 23-летний Анатолий Нурмухаметов, собственно, тот самый, кто скончался. В зоне боевых действий он был с 23 года. Его туда направили после окончания Московского высшего военного командного училища. Ну, то есть офицером он там служил. Трижды он успел поучаствовать в Московском параде Победы. При жизни был удостоен ряда государственных наград. Церемония прощания с Нурмухаметовым проходила во Дворце детского творчества имени Комарова. Глава Республики Хабиров передал его родственникам орден генерала Шаймуратова. Отец погибшего рассказал, что участие в боевых действиях было решением самого Нурмухаметова-младшего. Он говорил, что его место на передовой. Опять же, комментарии тут излишни. В общем-то, и так все понятно, что добавить особо нечего. Продолжаем смотреть, что у нас есть. Какие у нас события еще в республике? Знаете, отдельно хотелось бы остановиться на том, что не планировалось, но я вот увидел буквально в процессе включения аппаратуры. Активист из Башкортостана Урал Байбулатов опубликовал видеообращение к главе республики Радию Хабирову с просьбой, с требованием, если хотите, то ли опровергнуть слухи, то ли отменить уже принятое решение по поводу добычи полезных ископаемых в Абзелиловском районе на хребте Кыргызстау. Опять же, мы с вами об этом вскользь упоминали, что появились разрозненные сведения от местных жителей о том, что там что-то происходит. Там медные залежи, я напомню, и волнения по поводу возможной их добычи были в 2022-2023 годах. Однако вот если пошерстить новости, в 2023 году известный соратник Радия Хабирова Азамат Абдрахманов объявил публично, что на Кыргызстау добыча не планируется на тот момент по причине того, что не было никаких заявок. Ну, то есть конкурс якобы был объявлен, но заявки не поступили. Мы еще с вами тут в эфире посмеивались, типа, как же так? Ну, в любом случае радовались, что хорошо кончается. По крайней мере, хребет будет в целости и сохранности, и люди успокоились. И вот проходит время, почти 2 года уже прошло, и вновь тревожные сведения стали оттуда поступать.
Видимо, такие же сведения до Урала Байбулатова дошли, и вот он целый длинный видеоролик записал с обращением к Хабирову. Ну, знаете ли, в присущей ему довольно-таки высокомерной манере, я бы сказал, сидя за рулем дорогого импортного автомобиля. Не знаю, зачем это нужно. Ну, ладно, это к слову. Но суть-то обращения правильная. То есть он просит не доводить ситуацию до крайности, не создавать у народа возмущенное настроение, скажем, не создавать Баймак 2.0, там, или Куштау, может быть, 2.0. Тут можно всяко интерпретировать. И просит как-то разъяснить. Ну, а если все-таки информация о разработке, о планируемой разработке правдива, то он просит, соответственно, отменить данное решение. Тут не могу не присоединиться, подписываюсь, как говорится, под этими требованиями. Это, мне кажется, очевидно. Люди вряд ли пересмотрели собственную позицию, я имею в виду местных жителей. И именно у них нужно спрашивать прежде всего, насколько они согласны с тем, чтобы их живописные места были подвергнуты очередной варварской разработке. Как-то так. В общем, подробностей пока мало. Опять же, скорее нет почти, но вот то, что знаю, все передал, как говорится, к этому часу. Так, издание УФА-1 публиковало об Уфе. Продолжение изменения общественных пространств. На месте снесенных ларьков УХБК теперь сделают место, где, цитата, «можно подышать». Очередное место для подышать появляется в городе. Значит, территория перед зданием по улице Менделеева, 23. Здесь должен появиться новый сквер, о чем сообщил глава Кировского района Эльвир Нурдавлятов. На этом же участке в течение лета и осени прошлого года снесли не менее 4 нестационарных торговых объектов, то есть киосков. Власти сочли, что те установлены были незаконно. Это пространство мы освободили от незаконных торговых объектов прошлым летом, говорит Нурдавлятов. Если помните, то здесь была полная антисанитария. Это и мухи, и крысы, и запах от гнилых овощей и фруктов, которыми закидали торговцы крышу павильона. А самое печальное, вся продукция была выставлена чуть ли не на земле и была вся в пыли и грязи. Знаете ли, если бы никто не покупал, никто бы ничего там не выставлял в пыли и грязи. Людей, знаете ли, устраивает такой способ торговли, и люди, видимо, рублем за это дело очень даже платят. В общем, тут на вид симпатичный план изображен. Ну, опять же, реализация – это то, на что можно будет посмотреть позже. Вообще, уфимские власти активно взялись вновь за продолжение вырубки деревьев, в частности, на улицах. Они вот отчитывались на днях, что по Чернышевского продолжают сносить, как они их называют, ветхие деревья. Причем пишут они про американские клены. А вот по моим воспоминаниям, например, в тех местах, где они вырубают, не только американские клены, но и ясени росли, а это совсем другое по качеству и эстетическим свойствам дерева. Но всякий раз, конечно, мэрия говорит, что вместо срубленного будет высажен крупномер липы, а липа – это лучше. Тут вопрос вкуса. Вот. Но, по крайней мере, те градозащитники, что остались в Уфе, вот по моим данным, продолжают, если высказывать не недовольство, то как минимум беспокойство по этому поводу. Хотя, опять же, на фоне других вопросов и проблем, конечно же, наличие деревьев в городе – это не самая большая беда. Но, как вы знаете, мы в наших программах упоминаем всякого рода события, в том числе и не столь важные, как кажется на первый взгляд. Так. Чем больше ветеранов, тем величественнее победа, рассуждает наш зритель без ника. Нужно запастись ветеранами на 100 лет вперед. А этого интересно. Да, слушайте, ведь действительно, по естественным причинам ветераны Великой Отечественной войны, к сожалению, практически все уже ушли в мир иной. А тех, кого сейчас еще называют ветеранами, но на самом деле не всегда таковыми являются, как показывает практика.
Ну ладно, здесь уж, как говорится, даже спорить не будем. Пусть все ветераны, но так или иначе их совсем мало. А чтобы патриотический угар, как говорится, поддерживать, да, чтобы показывать, что мы всегда, значит, защищаем Родину от внешних врагов, нужны ветераны здесь и сейчас, чтобы они были, ну, если не молоды, то, по крайней мере, живы. И поэтому создание вот этого вида народонаселения – это, видимо, одна из важных государственных задач. К сожалению. Ну, в общем, опять же, в этом что нового? Так и живем уже многие-многие десятилетия, а то и столетия. Юлия благодарит за эфир, желает хорошего дня. Совершенно вы правы, Юлия, мне пора заканчивать, закругляться на этом. Благодарю всех, кто был с нами сегодня и здесь. Не забудьте, пожалуйста, про лайк, про комментарий. Это очень важно для нашего канала. Те, кто к нам присоединился в последние дни на фоне роликов про Хамай там, и про народные пляски, оставайтесь на нашем канале. Здесь говорят про Башкортостан и не только. Причем здесь стараются говорить правду и слышать разные точки зрения. Мы продолжаем работать, несмотря на все сложности, и продолжаем призывать свою аудиторию к тому, чтобы вы оказывали нам посильную помощь. Ссылки на сервисы Boosty и Donation Alerts есть в описании. Boosty прежде всего наиболее простой и удобный способ. Сейчас как никогда нам нужна ваша помощь. Будьте здоровы, до встречи в эфире завтра. Хорошего дня и всем пока.